Самсонкина говорит, действительно, она пересчитала, передала $700 000 человеку из кыргызской делегации. И описывает этого человека. Славянской национальности, 35-36 лет, рост 175-180, темные волосы. И вот таким образом перечисляю. С 10 сентября по 17 сентября, когда Маевский из банка снимал деньги, где вы были? В Москве. Вы были в Москве. Первое совпадение. Летом, весной 2010 года вы были в Москве и были в Маевском? Нет, вы были. Второе совпадение. Вы человек славянской национальности? Это да. Третье совпадение. Ваш рост какой? 180. Четвертое совпадение. Ваш волос, цвет волоса какой? Светлый. Светлый? Темный? Русый. Русый. Пятое совпадение. Теперь последнее совпадение. В сентябре где вы были? В Москве. С 10 по 18 Да. в Москве, да. Когда... Но Самсонкина прекрасно знает. Когда? Подождите. Вот 6 совпадений. И, скорее всего, Маевский эти деньги вам отдал, и в феврале вы оформили распиской. И эти деньги, я подозреваю, что вы отдали Зимницкому для устройства вас на работу в Мегакоме. Через, может быть, ну, не знаю, через кого. Так. Как вы, согласны со мной? Нет, абсолютно. Нет. Дальше. Кто был председателем Временного правительства в 2010 году? Председатель Временного правительства. Хорошенько подумайте. Роза Тумбаева. Молодец. А кто был первым заместителем Розы Тунбаевой? Не помню. Нет, знаете, вспоминайте. Ты не помню. А вы же в ваших показаниях показываете, что это кабинет первого заместителя, первого заместителя Временного правительства, заявляете. Господин Маевский 4 раза говорит, что он встретился лично первым заместителем Временного правительства. Первым заместителем он говорит, который решает вопросы приватизации и госпредприятий. И вы показали кабинет первого заместителя председателя, правильно? Ну, с того момента, когда мы там встречались с вами, там очень сильно все изменилось. Поэтому вполне возможно, что дверь я, может быть, и перепутал. Но общая вот эта атмосфера именно была там, на этом этаже и в этом месте. А вот двери я мог и перепутать. Вы сами нашли этот кабинет? Или следователь вам подсказал? Скажите. Сами нашли или следователь подсказал? Нет, сам. Сам нашел. Что на прокурора смотрите? Ну, сказать, что вот... Да, хорошо. Сам нашел. Если вновь придется вам показать кабинет, вы найдете этот кабинет? Да, безусловно. Да. Теперь я вам заявляю. И вопрос тоже. Вы показали кабинет действительно первого заместителя председателя Временного правительства Алмаза Атамбаева. В том кабинете сидел Атамбаев. Все члены Временного правительства, все чиновники, которые были у приема на Атамбаева, это покажет. Вы встречались, следовательно, с Атамбаевым? Да. Подождите. Кабинет. Теперь, такой кабинет, уважаемый судья, в том здании всего 2. В первом кабинете сидела тогда Роза Тунбаева, на втором его первый заместитель. Всего 2 кабинета. Перепутать невозможно. Огромные приемные, огромный зал, и конференц-зал, и огромный кабинет. И сегодня сидит Соронбай Джинбеков в одном, а в другом сидит его первый заместитель. Перепутать. Это невозможно. Все, что Модин здесь сказал, сам опровергает. И сам же опровергает. И в ходе
рассмотрения судебного дела у нас еще будут доказательства, которые полностью будут опровергать все показания господина, господина Модина.